Граждане, сдавайте макулатуру. Почти пионерский призыв. Но для участников школьной акции это не советский лозунг, а сегодняшние реалии. Ведь в обмен на газеты, тетради и прочую бумагу они получают не книги, а совсем другие подарки. Поездку на каток, новый проектор для класса или, как сегодня, поход в кино. Ислам Хашеев таким презентом остался доволен. Я сегодня сюда пришел с моей мамой. Мне очень нравится. Мы сегодня будем смотреть фильм «Соник». Просил у своих тети, дядей, бабушку, дедушку. И так мы собрали 1500 килограмм макулатуры. А ты много принесешь? Я принес около 200 килограмм. Довольные и счастливые эти маленькие экологи даже не представляют, какую огромную лепту они внесли в защиту окружающей среды. Более 36 тонн макулатуры. Цифры впечатляющие. Но им удалось это сделать благодаря общим усилиям. Класс Марем Барахоевой в числе рекордсменов. Они собрали более 1800 килограммов. Искали макулатуру, бумагу ненужную, журнал у соседей, у родственников. У нас одна родительница по всем магазинам картон собирала. Мы очень старались, чтобы занять первое место. Мы собирали эту макулатуру, чтобы ненужную бумагу переработали и сделали новые книжки, тетради, журналы. Сдавали макулатуру в рамках акции не только дети, но и взрослые. Для них это хорошая возможность вспомнить свое пионерское прошлое, ну и природе помочь, конечно. Нам это очень понравилось, потому что мы с большим удовольствием, родители тоже участвовали с детьми. У нас столько энергии было, что не тяжело. Да. Вот у меня девочка больная была, не даст вон классный руководитель соврать, что она с большим пакетом, я ей говорю, давай мама тебе поможет. Нет, мама, у нас сегодня последний день, она его взяла и потащила. До того наши дети были так заинтересованы, чтобы добиться этого первого места. Экологический проект с говорящим названием «Спаси Грута» стартовал еще в прошлом году. Он проходит в 6 этапов. Если в первой конкурсной волне приняли участие 5 школ, то во второй уже 8. Адам Альсагов, которому и принадлежит эта идея, ставил целью повышения экологической грамотности подростков. Мечтал привить культуру раздельного сбора мусора через игровую форму и грамотную мотивацию. На протяжении целого месяца на базе 8 республиканских школ проводились различные викторины и конкурсы. Теперь, спустя время, он уверен, акция дала свои плоды. Есть много проектов, акций всероссийских, в которых участвует большое количество регионов, и даже у них не всегда получается достигнуть таких результатов. У нас так получилось одного региона. Это показывает, насколько наши дети активны в этом плане, насколько они готовы вовлечься именно в процесс раздельного сбора мусора и помощи в экологии. Кроме самих школьников вознаграждению подлежат и класс, и школы. То есть из 8 школ, в зависимости от места, они получают призы. Конкретно в данном конкурсе у нас было 8 школ, из них 2 школы получили 2 проектора. Экология – самая наболевшая проблема современного мира. Однако даже такие небольшие экоакции мало-помалу, но способны переломить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, уверены и в Комитете по делам молодежи, который в свое время поддержал проект Адама. Есть очень много проектов, которые, если честно сказать, имеют очень малый социальный эффект, а именно такие конкурсы, такие проекты, они имеют большой социальный проект. Даже, грубо говоря, когда я с Адамом помогал Адаму разрабатывать, когда он мне сказал, что здесь собрали более 36 тонн мусора, я просто прочитал афишу и понял, что они сохранили более 700 деревьев, которые будут не вырублены. И также именно такие проекты по мере своих сил мы всегда пытаемся помогать. Теперь в планах организаторов охватить около 48 учебных заведений и организовать в каждом из них пункты приема макулатуры и прочих отходов. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.